Селям алейкум, здравствуйте, в эфире телеканала Милет, программа «Бызым Аккымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о том, надо ли возвращать кредиты украинским банкам. Выясним, кто такие коллекторы и какими правами они обладают, а также, что делать, если с их стороны в ваш адрес поступают звонки с угрозами. Отвечать на эти и другие вопросы будет адвокат Артем Пепа. Артем Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер, Оксана. Артем Сергеевич, расскажите, пожалуйста, стоит ли крымчанам гасить кредиты украинским банкам? Вот как быть с этим? Вы знаете, вопрос достаточно неоднозначный, потому что, как я уже ранее говорил, категорично сказать, стоит ли платить или нет, я не могу, как адвокат, поскольку я связан адвокатской этикой. Я могу сказать одно, что если граждане брали кредиты, они брали на себя определенные обязательства. Безусловно, это дело лично каждого, оплачивать эти обязательства или нет. Но нужно понимать, что если оплачивать, то в определенном законном порядке. Как раз сейчас, ну не сейчас, скажем так, 23-12-15 года еще был принят закон относительно того, что крымские заемщики должны платить кредиты украинским банкам, но в определенном порядке. Более детально я об этом порядке расскажу, что он под собой предусматривает и в каких случаях правомерно будет взыскание со стороны украинских банков. Каковы правовые способы погашения кредита украинским банкам существуют у крымчан на сегодня? По сути, есть два варианта развития событий. Либо же крымчане выезжают на материковую часть Украины и там уже сотрудничают с банком. Нужно понимать, что очень большая группа банков была признана неплатежеспособной, была введена временная администрация, и, соответственно, банки были подвергнуты уже банкротству. Поэтому нужно понимать, может быть, тот банк, которому вы были должны, может быть, его уже не существует. Поэтому, соответственно, автоматически данный кредит теряет свою силу. Если же нет, то можно выехать на материковую часть Украины и там уже платить данный кредит непосредственно самим банкам. Второй вариант. Очень часто банки продают свои кредиты на основании договоров уступки прав требований российским компаниям, ну, как правило, московским. И, соответственно, уже данные московские компании пытаются взыскать данные кредиты у крымских заемщиков. И вот здесь нужно понимать, что напрямую контактировать с заемщиками, то есть с крымчанами, они не имеют права. Они обязаны делать это через фонд защиты вкладчиков в четко установленном законном порядке, вот, который был принят. И там уже расписывается полностью вся процедура, как это нужно делать. А можно ли погашать кредиты в украинском банке через российские банки, которые осуществляют переводы в Украину? Насколько это безопасно? Есть ли гарантии, например, что платеж дойдет и будет зачтен? Я знаю, что ранее, в 2014 году, такая процедура была возможна. Сейчас она не совсем, наверное, будет корректна, поскольку уже есть четкая политика Национального банка Украины, который всячески запрещает какие-либо платежи через российскую сторону. Поэтому, если же такие договоренности и были, то сейчас они уже не работают, и гораздо безопаснее было бы, например, выехать и заплатить напрямую, взять непосредственные документы, четко, которые подтверждают, что кредит был уплачен. Уплачивать через какой-то российский банк, не уверен, что это будет правильно, не уверен, что такие банки вообще данные транзакции перечисляют, поэтому я бы, честно, не рекомендовал так поступать. Если перейти к разговору о коллекторах, вот вы упомянули о фирмах, которые выкупают кредитные портфели и затем уже требуют погашения кредита с крымчан, да, московских таких уже фирмах. Это они и являются коллекторами или коллектор это нечто другое? Вот расскажите, пожалуйста, подробнее. Я бы четко разграничивал два закона. Есть отдельный закон, который регулирует вопросы взыскания кредитов с крымчан со стороны украинских банков, а есть отдельный закон, который регулирует в принципе взыскание проблемной задолженности, да, так называемый антиколлекторский закон, который был принят недавно, и, соответственно, он наделал много шума. Если мы говорим о законе, который регулирует четко взаимоотношения с крымчанами, то процедура в нем следующая. Украинский банк может переуступить право требования российской компании. Данная российская компания, которая выкупает уже кредитный портфель, она обязана в любом случае пройти аккредитацию в фонде защиты вкладчиков, в Крымском фонде. Для этого она подает туда необходимые документы, она должна быть там именно российским юрлицом, только российским юрлицом, и она должна перекупить право требования у украинского банка. Вот это две основные причины, по которым они могут уже дальше производить взыскание. Более того, этот закон касается только физлиц. То есть если был кредит у юридического лица, то данный закон на него не распространяется. Это распространяется только на физлиц, и сделан он только лишь потому, что по мнению законодателя, будет несправедливо, если те крымчане, которые имели депозиты
в украинских банках, например, да, одновременно и кредиты, получается, что им депозиты не возвращают, а кредиты они платить обязаны. Вот поэтому четко был принят этот закон, который регулирует, что даже если какая-то российская компания перекупила долг, то проводится некая процедура аккредитации. То есть фонд проверяет, действительно ли они имеют право взыскивать, действительно ли эта компания имеет необходимые требования к защите деловой репутации и так далее и тому подобное. Там есть масса нюансов, не буду останавливаться, поскольку они не очень интересны зрителям. Но фонд, когда получает заявление от данной компании о том, что там конкретное физлицо должно энную сумму денег, фонд проверяет эти документы, направляет соответствующий запрос физлицу для того, чтобы, может быть, у него будут какие-то документы в противовес, может быть, он погасил этот кредит, может быть, есть какие-то разъяснения. То есть фонд выясняет две позиции. С одной стороны вот, взыскателя, с другой стороны непосредственно вкладчика, не вкладчика, а заемщика. Соответственно, когда фонд уже заканчивает проверку, он выносит свое решение. То есть, по сути, он принимает на себя функцию судебной системы суда. Даже так, да, то есть, по сути, это такая очень интересная структура. Честно говоря, не готов говорить относительно того, насколько это соответствует там, Конституции или нет, но, в всяком случае, она есть сейчас, и она действует. И уже после того, как фонд заканчивает проверку, он выносит решение, что действительно ли данный заемщик должен платить кредит вот этой организации, которая правомерно перекупила украинского банка. Сам украинский банк напрямую не может обратиться к физическому лицу, только через вот, юрлица или кредитные организации, созданные в Российской Федерации. После этого, если заемщик или данная организация не согласны с решением фонда, вот только тогда они могут обращаться в суд с соответствующим иском о взыскании. То есть процедура вот такая. Что касаемо антиколлекторского закона, то это совершенно другая сфера. И она подразумевает под собой, что очень скандально, да, мы все знаем, были вот действия данных коллекторов, так называемых, хотя российское законодательство вообще не содержит понятия коллектора. Если мы начнем даже там пробивать в Гугле или в поисковых базах, коллектор — это все, что связано с канализацией, нам будет выдавать. Но сейчас нужно понимать, что есть масса таких организаций на рынке, которые одни добросовестные, другие недобросовестные, и они всячески там, пугающим образом пытаются взыскать с обычных людей деньги. Нужно понимать, что для того, чтобы стать коллекторской организацией, там есть ряд требований в законе, она должна иметь там уставной фонд, быть зарегистрирована в реестре, только после того она становится так называемой профессиональной коллекторской организацией, и она имеет право взыскивать. Но таких организаций на рынке всего лишь 20-30%. Все остальное это хулиганы, которые каким-либо образом, перекупая, опять же, какие-то кредиты, пытаются с обычных людей там, их взыскать путем запугиваний, там, угроз и так далее. И вот, например, даже самое интересное в этом законе, что он распространяется и на обычные правоотношения между физическими лицами. Если сумма займа превышает 50 тысяч рублей. Допустим, вы, Оксана, заняли мне 100 тысяч рублей. И если я вам их не отдаю, и вы хотите с меня их взыскать, ну, пока еще в досудебном порядке, то на вас накладывается ряд ограничений, по которым вы можете со мной действовать. То есть вы можете звонить мне не более 1 раза в день, не более 2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц. То же самое присылать смс-ки не более 2 раз в день, там, любые какие-то почтовые уведомления и так далее. При этом, если раньше коллекторы могли просто звонить и угрожать, то сейчас, или физлица, то сейчас они обязаны представиться полностью, в какой организации они работают, четкие реквизиты организации, их фамилия, имя, отчество, соответственно, на каком основании они вообще имеют право требовать. То есть это уже переходит в некую такую, знаете, плоскость галантного демократического отношения. Ну, так хочет закон. Но по сути есть закон, а есть реалии жизни. И ничто не мешает, например, с каких-то других номеров отправлять какие-либо там смс-ки, пусть не с угрозами, но с неким упоминанием «заплати кредит» там, и так далее. Поэтому я не думаю, это уже будет сложно. Доказать уже будет сложно, да, поскольку это только распространяется на те организации, которые официально легализовались, которые официально есть в реестре, вот, они обязаны записывать телефонные разговоры и так далее, на них распространяется. Но есть хулиганы, и по сути хулиганы действуют не очень законно, тем более, что коллекторам уже попадают кредиты достаточно проблемные, потому что на чем живут коллекторы, условно говоря? Они перекупают у банка самые проблемные кредиты, либо вот у микрофинансовых организаций, да, которых много на каждой остановке, и уже пытаются вот эти проблемные кредиты, сложные, взыскать, потому что все остальное банк самостоятельно может, в принципе, взыскивать, у него есть соответствующие юрслужбы и так далее.
Так что этот закон достаточно неоднозначный. Будет ли он выполняться, сказать сложно. Скажите, пожалуйста, а по каким признакам можно понять человеку, что его долг продан коллекторам, и как узнать, действительно правомерно ли в данном случае могут требовать, на что обратить внимание, на какие документы, что попросить показать в таком случае? Обратить внимание в первую очередь нужно на то, что если человек брал в определенной организации, в определенном банке, то, соответственно, к нему обращаться с требованием о погашении долга может только эта организация, с кем у него был заключен договор. Если же обращается иная какая-то организация, либо иное физлицо, то он должен в первую очередь потребовать документы, которые подтверждают, что данный банк продал его кредит конкретной коллекторской, ну, условно назовем коллекторской организацией, да, потому что могут быть разные, мы обобщим. Соответственно, когда он видит, что есть договор уступки прав требования, по которому право требовать перешло уже к коллекторской организации, то тогда он уже может руководствоваться этим законом. И он понимает, что просто так ему звонить, писать, требовать, они уже не имеют права. Он может, в принципе, проследить, есть ли данная организация в реестре. Если есть, тогда он может с ней контактировать. Он может иметь тоже представителя. Он официально уведомляет данную организацию. Важно, что представителем может быть только адвокат, его представитель. Он может не контактировать, он может письменно отказаться от любых контактов. Сказать, уведомив данную организацию о том, что, пожалуйста, все общение через моего представителя такого-то, такого-то. Все. Вот в первую очередь обратить внимание на документы, которые подтверждают, что долг теперь перешел к другой организации. Договор уступки права, да? Да, это первое. да, договор А уступки второе, права. скажите, пожалуйста, вот если такой договор все же есть, обязаны ли были в таком случае уведомить вот тот банк, в котором человек брал кредит, уведомить его о том, что вот его кредит продан? Прямого обязательства в законе нет. То есть, по сути, если банк продает кредит, то данная организация, когда она выходит на контакт с физлицом, вот она уведомляет о том, что теперь мы являемся взыскателями, и, соответственно, теперь, пожалуйста, погашайте данный кредит или любые обязательства нам. То есть это законно? Да, это правомерно. Что грозит вот должнику в случае, если он не будет гасить долг через коллектора? Могут ли взыскать его в судебном порядке? Какие последствия это будет иметь для него? Безусловно, коллекторы могут обратиться в суд, могут обратиться с иском о взыскании, и уже по результатам судебного рассмотрения, если суд принимает решение о том, что надлежит взыскать с него энную денежную сумму, то после этого правоотношения между коллектором и заемщиком переходят в плоскость исполнения решения суда. То есть этим занимаются уже служба судебных приставов в установленном законном порядке. Она уже выясняет, если какой... То есть, в первую очередь, что выясняют судебные приставы, готов ли заемщик добровольно оплачивать те обязательства, которые установлены в решении суда. То есть суд взыскал, готов ли он исполнить решение суда. Если человек говорит «да, готов», то он, соответственно, погашает спокойно эту сумму. Если не готов, то тогда уже происходит принудительное взыскание. И здесь у приставов есть ряд инструментов, которые позволяют им накладывать арест на имущество, движимое, недвижимое, счета банковские, ограничивать выезд за границу и так далее и тому подобное. То есть те действия, которые стимулируют заемщика все-таки исполнить решение суда, при условии, что если у него, конечно, есть деньги или имущество. То есть здесь идет в обычном порядке уже исполнение принудительное, да, исполнение решения суда или добровольное? Оно ничем не отличается, по сути, от любых других правоотношений. То есть есть исполнение решения суда, неважно, по иску коллекторов, либо других инстанций, организаций, либо там, физических и юридических лиц. Спасибо. Артем Сергеевич, скажите, пожалуйста, если все же в адрес должника поступают звонки с угрозами или смс, да, или какие-то действия активные производятся, попытки, например, зайти на его территорию, в квартиру, там, на территорию частной собственности, бывает и такое, да, люди рассказывают такие случаи. Вот как защитить себя от вот такого воздействия, агрессивного такого поведения коллекторов, и куда можно обратиться при этом, да, чтобы защитить свои права? По сути, вот этим же законом, антиколлекторским так называемым, предусмотрено, что надзор за данной сферой должен вести некий уполномоченный орган. Пока данного отдельного уполномоченного органа нет. После того, как он появится, уже можно, опять же, рассчитывать на то, что если коллекторы действуют настойчиво, настырно и нарушают этот закон, то можно пожаловаться в этот орган,
и он, соответственно, уже примет санкции к коллекторской организации. Но опять же, это касается только тех коллекторов, которые официально есть в реестре. Если, допустим, некое физлицо приходит и настырно себя ведет, его нет в реестре, никто не знает, кто это, ну, по большому счету, да. Соответственно, жаловаться на него в этот уполномоченный орган нельзя. Здесь что может сделать обычный заемщик? Он может зафиксировать данные действия. Если это СМС, то они остаются, если это звонки, их можно записать. Если это какое-то поведение, и они пытаются там войти на частную собственность, постараться зафиксировать это на видео. После этого можно обращаться в прокуратуру, можно обращаться в суд и требовать возмещения морального вреда. Но опять же, при условии, если он знает, кто данные действия делает. Потому что очень часто те же коллекторы могут играть и официально, да, и неофициально. И вот их неофициальную сторону очень тяжело связать с официальной. Поскольку если они нанимают каких-либо таких, условно говоря, хулиганов, то понятно, что эти хулиганы никогда не раскроют информацию, кто их заказчик и как они действуют. Но первично нужно максимально постараться зафиксировать свои действия оппонента, видео, фото, там, показания свидетелей, фиксация на мобильный телефон. И после этого обращаться, можно и в полицию обращаться, если содержатся хулиганские действия, откровенно хулиганские. Либо же обращаться вот в прокуратуру и в суд с исками о возмещении морального вреда. И что касается судебной практики, были ли у вас, может быть, случаи, когда вам удавалось, так скажем, отбить, да, от коллекторов крымчан, да, и на каких основаниях? То есть вот когда именно требовали, может быть, незаконно, да, или с нарушениями возврат кредита? Я могу рассказать условно, да, поскольку адвокатская тайна распространяется на данные правоотношения, могу сказать, что было несколько случаев, когда некие московские компании требовали возмещения кредита со стороны физических лиц, при этом, опять же, незаконно они не действовали через фонд, они действовали самостоятельно, напрямую, что уже является нарушением. И более того, все они понимают, что по сути 90% крымчан в качестве вот должников и так готовы заплатить этот кредит. И на них просто достаточно немножко надавить каким-либо способом. Прислать письмо, там, позвонить. Просто они не знают, как оплатить кредит, да, потому что банков нет. Через российские сложно, непонятно, ехать ну, как бы в Украину тоже не все готовы. Поэтому достаточно немножко надавить, и они готовы погашать. Вот если, например, скажем так, не соглашаться с такой позицией, то в принципе можно отбивать их незаконные действия, поскольку они действуют в нарушении закона. Идите через фонд, получайте аккредитацию и спокойно тогда получаете в этой процедуре вот это взыскание, о котором я говорил. Что касаемо юридических лиц, то это отдельная тема, и взыскание происходит в судах. Вот у нас есть много клиентов юридических лиц, которых мы защищаем в этих правоотношениях, но здесь уже плоскость судебная, то есть мы не говорим о том, что это коллекторы, да, поскольку это тоже там профессиональные организации, которые перекупают, но когда правоотношения юрлицо, они немножко другие. Здесь нет сложнее. Вот этого... С одной стороны, наверное, даже проще, потому что это арбитражный суд, это четкое судебное взыскание, здесь нет, знаете, личностного фактора давления на человека. И вот в этом проще. Спасибо большое, Артем Сергеевич, за ваши рекомендации и советы. Надеюсь, наши телезрители воспользуются ими. Возвращение к кредитам украинским банкам действительно актуальный вопрос, который интересует крымчан на сегодня. Какие еще вопросы волнуют граждан, мы узнали на выездной юридической консультации, где побывала съемочная группа программы «Бызым АККМыс». Первая консультация юристов прошла в селе Кольчугино Симферопольского района в рамках социально-правового проекта телеканала «Милет» и Государственного комитета по межнациональным отношениям и делам депортированных граждан. Давайте посмотрим сюжет. Сегодня программа «Бызым АККМыс» приехала в администрацию Кольчугинского сельского поселения. И специалисты Государственного комитета по межнациональным отношениям и делам депортированных, а также представители администрации Симферопольского района ведут консультацию граждан. Я обходился до сего времени на... Гражданство, оформление недвижимости, социальные выплаты – вопросы, с которыми местные жители пришли на консультацию к юристам. Алия Асанова рассказывает, не знает, как получить права собственности на свой дом. Еще в 90-х, после возвращения в Крым из Узбекистана, ей выделили жилье как депортированной. Однако женщина вовремя не оформила необходимые документы. Теперь юристы посоветовали ей обратиться в суд. Кадастра отказывает на собственность перевести на меня именно лично. Сказали, что подать в суд
и решить полностью доказать, что вы там живете, и как бы собственники, и чтобы начинали на вас оформление дома. Эльмира Алиева около полугода назад переехала в Крым из Узбекистана. У ее родителей уже есть справка о реабилитации. Какими льготами теперь может воспользоваться ее семья и дает ли ей это право на получение гражданства, пришла выяснить у юристов. Муж получает РВП, и мои дети получают. Я не имею по ним права получать, пока они не получат гражданство, потому что не дают. Вот это очень тяжелый вопрос. Я вот хотела спросить, есть какие-то льготы? Нету. По словам жителей села Кольчугино, правовые вопросы на сегодня особенно актуальны. Мы только недавно вошли в состав Российской Федерации. Возникает очень много вопросов, на которые мы, к сожалению, не можем дать ответов, поскольку мы сами только начинаем входить в эту систему. У нас, и как у работников сельских поселений, так и у населения возникает очень огромное количество вопросов. И такие консультации помогут нам более полно выполнять свою работу, отвечать на вопросы граждан. Заведующая отделом правовой и организационно-кадровой работы и делопроизводства Госкомнадзора Алина Мамедова отметила, что цель этого проекта – помочь людям разобраться в их проблемах и подсказать правовой выход. Целью нашего проекта в первую очередь является повышение правовой грамотности населения. В основном, конечно, граждане обращаются по вопросам улучшения жилищных условий, выделения земельных участков, оформления правоустанавливающих документов на имущество, которое было получено ими, либо приобретено еще до 2014 года. Специалистами нашими даны исчерпывающие разъяснения. Некоторые вопросы взяли на контроль, по которым будем продолжать работать, ну и в дальнейшем максимально оказывать помощь. Самые интересные и актуальные вопросы, заданные на встрече с юристами, можно будет увидеть в правовой телепередаче «Бызым АККМыс» уже в следующий понедельник. Представители Госкомнадзора сообщили, такие выездные юридические консультации будут еженедельными. Следующая состоится в Саках. Время и адрес проведения можно узнать на сайте Госкомнадзора и в анонсах телеканала «Милет». Оксана Лобода, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет». Как мы сейчас уже увидели, люди на консультацию приходили по совершенно разным вопросам. Это и вопросы недвижимости, и иммиграционной сферы, и вопросы другие, да, которые касаются защиты их прав. На следующей неделе юристы совместно с журналистами приедут в город Саки, где также будут проводиться юридические консультации. Артем Сергеевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и предоставили такую действительно полезную, актуальную информацию. Надеюсь, что мы не последний раз с вами видимся. Желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо большое, взаимно. Всего доброго. Телезрителям же я напомню, мы говорили о том, надо ли возвращать кредиты украинским банкам, выяснили, кто такие коллекторы и какими правами они обладают, а также что делать, если с их стороны в ваш адрес поступают, например, звонки с угрозами. На вопросы отвечал адвокат Артем Пепа. На этом все. До встречи в четверг в это же время. Хорошего вам вечера.